Задумчивое мерцание свечей, страницы с рифмами строк, как белокрылые птицы, разлетелись по всему домишку, где живут поэт и его муза. Поскрипывает перо поэта, а муза перебирает на полу эти белые крылья его будущих книг. Нашу красавицу-маму, Наталью Иннокентьевну, природа наделила многими талантами. В детстве она училась на скрипке, танцевала, но стала медиком. И медиком тоже по призванию. В годы войны совсем юным фельдшером она самоотверженно лечила и спасала жизни на Крайнем Севере, на Быковом мысе, и причем в самых немыслимых ситуациях, на собачьих упряжках, в самую жестокую пургу. Папа очень гордился мамой не только в молодости, но и когда она, так и не восстановившись до конца после тяжелой болезни, мужественно старалась создать уют и комфорт для его творчества. Мама обладала удивительным талантом любить людей и быть любимой. Поэтому и про наших родителей можно сказать: нет повести счастливее на свете, потому что они вдвоем победили все испытания и все удары жизни. В каждую из нас пятерых она вложила без остатка все свое сердце и частицы своей незаурядной личности. Именно своей не сдающейся музе папа читал, советуясь с ней, различные варианты строк, делился замыслами, идеями. Мы всегда думаем, что судьба наших родителей – это удивительный роман, написанный самой жизнью. Проснись, любимая, проснись, уж пора. Принес я букеты, освеженные дождем, росы ожерелья, сияние утра блестят разноцветно, качаясь на нем. Пусть искрами рдеет духмяный букет, как наши сердца и любовь молодых. И пусть нам в грядущем на пристани лет он памятью станет о зорях былых. Там, где великий океан льдов гоняет караван, солнце летнюю порой беззакатно над горой, как зеркально медный щит сутки круглые висит, так над гребнями годов, разгораясь вновь и вновь, беззакатно светит твой образ верный, дорогой.